Конечно, 22 июля был счастливый день для меня. Это был 3 дня, я бы сказала, даже были самыми лучшими днями за последние 7 месяцев. Долгое время мы ждали под воротами колонии, пока нас пропустят туда. Нам выписали пропуска, досмотрели наши вещи. Потом мы съездили за сотрудницей ЗАГСа, которая должна была нас расписывать, и нас пропустили всех вместе в колонию. Затем мы подождали, наверное, немного, может, минут 20 Пашу, пока он придет. Он пришел, и, собственно, началась сама церемония росписи. Это длилось 3 минуты, может, даже меньше. Сотрудница ЗАГСа зачитала стандартную речь, которую обычно читают в ЗАГСах, и объявила нас мужем и женой. После этого у нас была возможность пообщаться с Пашей и поговорить где-то, наверное, до 5 вечера, полчаса. После этого всех нас вывели с территории колонии, мне дали еще один пропуск уже на 3 дня, и я вернулась обратно. Мы жили в отдельном здании, которое немного изолировано от остальной части колонии. Оно напоминает какой-то студенческий такой хостел, студенческое общежитие. Там 12 комнат для свиданий, есть общая комната отдыха с телевизором, комната для детей, кухня, туалет, ванна и дворик. Условия, в принципе, довольно неплохие, есть все необходимое для проживания. Единственное, что напоминало о тюрьме, это была решетка, которая отделяла небо во внутреннем дворике. Я могу сказать, что держится он очень здорово. Он верит, что скоро все заключенные смогут выйти на свободу. Он, как выражается он сам, копит силы для будущей борьбы, он настроен решительно, хочет выйти и продолжать свою деятельность. В целом настроение у него просто прекрасное. Я не заметила никакой подавленности, никакого уныния. То есть он достойно переносит это испытание.